Дай Бог, чтобы было все хорошо. Впредь. Когда была высылка в 1944 году, кроме вагонов-товарников, в которых ехало основное население нашей Ингушетии, были вагоны с вагонами, были составы с вагонами ресторанами. Там ехала вот эта вся, как тут назывался Раждин, лизуны. Органы, морганы, муфти, советы всякие, общественные, они ехали в отдельных составах, вы учтите это. Эти люди нужны были там для того, чтобы снова действовать на наш народ, который привезен туда в товарниках. Я помню, был митинг в Южном, я туда приехал. Вы помните, как события эти начинались, когда они там объявили свою территорию во главе с Куштовым. Я вышел на трибуну и говорю, нам воевать нельзя, учтите. У нас нет ни подготовки, у нас нет ни плана, у нас нет командиров, у нас нет оружия, у нас ничего нет. Не можем мы воевать. Оттуда был крик «Царь Хаджалча Тарвир». Следом за мной приезжает депутат, говорит, я вам клянусь, ни один российский солдат никогда на вас руку не поднимет. 64 танка с экипажами воевали против ингушей там. Любая война, которую здесь предлагают начать, кончится для нас поражением. Потому что среди нас есть не пятая, у нас 10 пятых колонн, которые будут помогать тем, кто идет на нас. Вы знаете это? Я об этом знаю. Вот этот старик, который там сидит, Катиев, он правильные вещи говорил. Я с ним на 100% согласен. Но беда в том, что мы больны, наш народ болен. Вот эти мужчины, о которых вы говорили, или они отсюда убежали, или их уничтожили. Сейчас тут осталось большинство вот этих людей, которые плавают